С раннего утра, несмотря на 30-градусный мороз, начали собираться в лесном бурзянском селе Саргая, в Башкирском государственном природном заповеднике, гости и участники зимних игр Урал-Батыра. Урал-Батыр Байрамы проводится здесь уже во второй раз по инициативе дирекции заповедника. Главная цель – развитие событийного туризма в регионе. Но не менее важен, как считает директор заповедника Василия Яныбаева, воспитательный фактор этого фольклорного праздника – популяризация башкирского народного эпоса. Сегодня для подрастающего поколения, для молодежи, мне кажется, необходимо многие немножко забытые нравственные вещи. Вот тот самый Урал-Батыр эпос, в нем же заложена мировоззренческая философия, да? Вот это бы все заново суметь поднять и показать всем, и в том числе, в первую очередь, подрастающему поколению, насколько важны вот эти устои наших предков. Кстати, во время игрищ любой желающий мог принять личное участие в конкурсе чтецов Урал-Батыра, придать эпосу собственные интонации. Каждый гость может получить такой отрывок из эпоса «Урал-Батыр» и зачитать его во время праздника со сцены. Еще одна важная составляющая мероприятия – возрождение традиционных игр и состязаний башкирского народа, различных видов этноспорта. Взять, например, старинную забаву башкирских батыров – сукмар РГТУ. Для многих это состязание сегодня в диковинку. Были даже трудности по воссозданию в реальных размерах самого сукмара. Самое, мне кажется, интересное было показать, как сукмар, сукуташ яров. Интересная ситуация получилась. Даже наши ребята не знали, как выглядит этот настоящий сукмар. Это для них было целое открытие, чтобы найти его и изготовить. Несмотря на кажущуюся простоту и легкость таких народных игрищ, в их основе заложены мировые критерии физического развития сильного человека. У древних греков метание молота было олимпийским видом спорта. Он сохранился в атлетике и по сей день. А предки башкир молот заменили сукмаром, который в быту охотников был грозным оружием. Вес сукмара порядка 25 килограммов. Поднять и бросить его довольно тяжело. Нужна сила и хорошая физическая подготовка. Сегодня самый лучший результат по броску составил более 4 метров. Но самым зрелищным и вызвавшим всеобщее восхищение стало показательное выступление членов Баймакского клуба конного биатлона «Илак». Клуб существует 2 года. В команде «Илака», что в переводе означает «козерог», 12 спортсменов. Кстати, «Илак» – участник и призер всемирных игр кочевников в Бишкеке. Лихие наездники, показавшие участникам праздника конную спортивную игру «Отбери козла», буквально взорвали зрителей. По словам тренера команды «Илак» Ильшата Хамитова, в этой конной игре правила очень схожи с правилами хоккея. Игра «Илак» играет 12 человек в команде. Это как получается как хоккей. 4 на 4 играет, 2 ворота, казаны с двух сторон стоят. Размер поля 200 метров в длину, 80 в ширину. Ну, точно как хоккей. Вот вбрасывание в середине лежит туша козла. И игроки должны поднять с земли тушу козла и бросить в ворота казан соперника своего. Как получается, защитники также играют, нападающие, как хоккей получается. В Бишкеке баймакские конники защищали честь России. Заняли 4-е место, получили денежный приз в сумме 350 тысяч рублей. Кстати, главный приз 2 миллиона остался у хозяев поля. Впрочем, в Киргизии этот конный вид спорта популярен так же, как в России хоккей. В деревнях стоят поле для игр. Уже они играют на день рождениях, юбилеях, играют, даже на свадьбах играют. Но мы возродили, в прошлом году в Уфе проводили первый раз, участвовали Давлеканский район, Кырмыскалинский район. Это первый раз шаги делаем.
Ну, в дальнейшем вот этот вид развивать должны. После показательных выступлений Элака на снежном ипподроме Саргаи прошли традиционные скачки. Кроме баймакских наездников, в них приняли участие и работники башкирского заповедника. Лошадь для инспектора по охране животного мира – главный вид транспорта на территории заповедника. Никто не заходит за территорию. Стреляем по команде, собираем стрелы тоже по команде. Сперва стреляют мужчины, потом стреляют женщины и дети. Одной из главных площадок зимних игр Урал-Батыра стала площадка для состязаний лучников. Автор проекта Мерген Уксы, что в переводе с башкирского означает «меткий лучник», Юлай Галиулин, знакомит спортсменов с правилами состязаний. Расстояние до круговой мишени для мужчин составляет 20 метров. Женщины и дети стреляют с дистанции 15 метров. Каждый лучник приехал на соревнования со своим луком. У всех они разные. Кто-то купил в спортивном магазине, кто-то сделал собственными руками из подручных материалов. То же самое со стрелами. У меня традиционный лук – это южнокорейское производство. То есть это заводской, на заводе делают. И немножко, конечно, качество в любой период, любой сезон года можно с ним стрелять. Всесезонный. Всесезонный получается, да. А те, которые деревянные, дубовые, они могут, вот холод, когда жара, могут что-то повлиять. А так реально вот... Ну, я хочу, конечно, ее поменять на башкирский, потому что скоро начнут выпускать именно традиционные башкирские луки, поэтому я все-таки хочу вот это поменять на башкирский. Учелинский военком, привычный к автомату Калашникова и к пистолету Макарова, вдруг недавно сменил приоритеты, взял в руки оружие предков. Почему? Почему я начал? Во-первых, наши предки... Когда воевали в 1812 году, именно луками, стрелами брали Париж. Поэтому мне вот самая была историческая вот ценность вот этого занятий. А во-вторых, действительно, вот это, со временем все-таки возраст идет, а для стрельбы с лука традиционно любые возрасты покорны, начиная от младенца, кончая, вот у нас в Учалах есть 86-летний дед, стреляет с лука. То есть тут работают все мышцы, во-первых, рук, острота глаз, то есть все собранность. В принципе, вот это все тело, организм человека задействован при занятии с луком. Традиционная стрельба из лука становится все более популярной у молодежи. Оксана Остапчук из Уфы тоже взяла в руки лук. Она работает с детьми, и чтобы отвлечь их от компьютерных мониторов, Оксана решила увлечь ребят стрельбой из лука. Я вообще преподаю компьютерную графику, анимацию в детском технопарке республиканском. И мои дети, мои ученики много времени проводят перед компьютером. То есть они все время смотрят в экран, близко расположенный, яркий очень. И очень многие из них уже горбятся и теряют осанку. Я поэтому посоветовала своим некоторым ученицам пойти позаниматься вот стрельбой из лука. Как такой спорт, когда нужно смотреть вдаль и когда нужно расправлять плечи. Ну и вообще как бы всем телом управлять. Вот. Они сначала пошли, потом сказали, что-то мы стесняемся ходить одни, что-то нам как-то страшно и прочее. Я, чтобы их поддержать, пошла вместе с ними заниматься. И мне там так понравилось, что я, в общем-то, осталась и стала стрелять. Это года уже 3 как стреляю. Это, ну, как бы, он имитирует исторический лук, рекурсивный, восточного типа. И, конечно, поэтому у него нет никаких прицелов, никаких полочек, никаких других приспособлений. И человек должен стрелять, полагаясь чисто на свои рефлексы, на свою интуицию, на то, как он понимает правильный выстрел, как он выстраивает тело в отношении выстрела и мишени. Вот. И, собственно говоря, это именно тот вид стрельбы из лука, который ближе всего, я бы сказала, к медитации. На праздник в Саргаю ишимбайская лучница Мира Каримова приехала вместе со своей дочерью Кариной. Стрельбой из лука Каримовы начали заниматься в прошлом году всей семьей.
Мы занимаемся стрельбой из лука семьей. То есть увлеклась вся семья, но, к большому сожалению, в городе Ишимбае у нас очень мало сподвижников, буквально считанные люди у нас, 3-4 человека занимаются. Было бы большое желание все-таки как-то на более высокий уровень вывести. У каждого башкира это есть в крови. Да, есть нужно приобрести определенные навыки, определенный опыт, но это все приходит как-то само собой. То есть это несложно. Это развивает выносливость, это развивает силу. И наши предки тоже стреляли из лука, и надо это продолжать тоже. Один из главных пропагандистов башкирского лука в республике Юлай Галиулин. Сегодня его проект «Мерген Уксы» объединяет десятки сподвижников. Благодаря ему с традициями башкирского лука знакомятся не только жители Башкортостана и России, но и жители других стран. Я занимаюсь с 2011 года военно-исторической реконструкцией Северных Амуров, башкирские войны в Отечественной войне с Наполеоном. Это у нас есть клуб, первый башкирский конный полк «Любизар». И вот с 2013 года я ездил по соревнованиям, в Турции был, в Китае был, в других странах. И как бы думал, а почему у нас нет такого? То есть мы в истории, как бы известно, лучники были. И вот решил организовать здесь у нас тоже такое движение «Мерген Уксы». То есть вот мы, кстати, первый ролик для этого фестиваля снимали вот именно здесь, в Саргае. Вот. В Учелах у нас самый большой клуб работает, самый как бы большой филиал, там свыше 70 человек, даже сейчас, наверное, уже больше стало. Вот. Преследует цель, то есть возрождение исторической исторической памяти. То есть у нас как бы наши предки были северно-амурами, известными лучниками. Вот. И на каждом фестивале мы возрождаем одежду тоже, то есть это как бы обязательное условие, исторический лук и историческая одежда. В этом году 6-8 июля будет проходить 3-й международный фестиваль «Мерген Уксы», будет проходить в Иглинском районе, около деревни Нижние Лемезы. Ни один башкирский праздник не обходится без национальной борьбы «Кореш». Зимние игры Урал-Батыра не стали исключением. Байназаровские борцы стали лучшими на ковре. Секция национальной борьбы «Кореш» в нашей Байназаровской средней школе ведется уже многие годы. Ребята посещают ее с большим желанием. Я думаю, что занятия борьбой помогают им готовиться к взрослой жизни. Особенно это пригодится им во время службы в армии. Занятия в секции проходят 3 раза в неделю. В районных соревнованиях юные борцы из Байназарова всегда занимают 1-е и 2-е места. Biz buna güreş, milli güreşte, Başkurt milli güreşin alıp barabız, azmahana üst tapkır indim. Azmahana üst kırıt gürebid, hem buna rayon külemindire yarışlarda her vakıttalar birinci, ikincisi ulundardan düşkene bir yok. Благодарственное письмо общественной организации клуба конного биатлона «ЛАК» Баймакского района Республики Башкортостан за активное участие в проведении праздника Урал-Батырдан Кышкы уйындары зимние игры Урала-Батыры 2018 год. Кульминацией праздника стало награждение участников зимних игр. Особую благодарность хозяева выразили своим баймакским гостям, всадникам «Илака». А член команды тимясовец Ильфат Хусаинов порадовал на прощание зрителей игрой на курае. Лучшим лучникам и борцам организаторы повязали бильбау – пояс почета. В древности у башкир это была высшая награда и признание. В борьбе среди тяжеловесов первое место занял Ильнар Валеев, вторым стал Ильнур Аль-Мухаметов. Также призовые места были присуждены борцам Денису Габдулхаеву, Ильдусу Хамитову, Иремену Валееву, Айбулату Фахреддинову, Азату Ишмуратову. Среди лучников обладателями бильбао стали Нуриман Хайруллин, Юлай Галиулин, Урал Муртазин и Ильнур Кульдибаев.
Специальная гостья праздника, известная сасания и знаток эпоса «Урал-Батыр» профессор Розалия Султангареева, оценивая значение зимних игр «Урал-Батыра» в развитии самосознания народа и популяризации народного эпоса и национальных видов спорта, дала этому яркому событию высочайшую оценку. У башкир, у тюрков древних есть поговорка «Батырыңды күбрәк һөйлә, көсең кайтыр». Больше говори о своих батырах, силой возвернуться. Значимость этого празднества, этих игр неизмеримо высока, и она равна тем же целям, как вернуть асыл, суть народа. Эпос рождается народом, народ рождается заново от своего эпоса. И поэтому такие игры, они фактически у нас повторялись и на Еенах, на Сабантуях. Фактически это обыгрывание празднества Урала. И пусть благословлен будет этот праздник, вот это состояние обновления, которое народ переживает за все время празднества. По мнению гостей и хозяев Сыргаи, у зимних игр Урал-Батыра большое будущее. По словам директора заповедника Василии Яныбаевой, первый блин не стал комом. Однако праздник должен выходить на новый уровень, и для этого необходима поддержка со стороны всех структур, заинтересованных в развитии этнотуризма и этноспорта нашей республики. Отвези меня в Питер, погуляем, расслабимся на соседней орбите. Мне сегодня не справиться. Еще один праздник, на этот раз музыкальный, прошел в Уфе в стенах Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Так студенты колледжа отметили Татьянин день. С первых минут концерта исполнители зажгли зал. Особенно в этом преуспели танцоры из уфимского шоу-коллектива «Нонсенс». Танцевальная группа существует уже 15 лет и неизменно срывает овации у зрителей. Встретили нас замечательно, просто студенты изголодались по хорошим танцам, по хорошему юмору, почему-то свеженькому. Ну и сами мы соскучились по студентам, я уже давным-давно закончил студенческую свою жизнь. Правда, сейчас снова нахожусь на обучении, но уже, наверное, больше не студент все-таки. Вот, встречали нас аплодисментами, здоровым смехом, улыбками, очень было приятно. Не отставали от приглашенных гостей и сами студенты колледжа. Среди будущих архитекторов, строителей и коммунальщиков немало талантов и танцевальных, и песенных. Спать уходит солнце, тают облака, и звуки в синем небе. Остапу Парфенову 15 лет. Он учится в 49-й Уфимской школе. Скоро тоже станет студентом и свое будущее связывает исключительно с музыкальной карьерой. Ну, я не знаю, как куда-то поступать, я еще не думал, но вижу будущее музыканта 100 пудов. Но это точно, я пойду в музыку, шоу-бизнес куда-нибудь. Ну, посмотрим. Остап буквально взорвал аудиторию своими песнями и даже заставил зал петь вместе с ним. Такие зажигательные праздники в колледже стали проводиться по инициативе действительного члена Русского географического общества, заместителя директора по воспитательной работе Айнура Галиуддинова. Кстати, по его инициативе в холле колледжа сегодня организована и художественная выставка, посвященная башкирскому народному эпосу «Урал-Батыр». Недавно Айнур возил своих студентов в Москву, где они знакомились с работой депутатов от Республики Башкортостан в Государственной Думе Федерального собрания.
Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан объявило открытый конкурс на лучший эскизный проект памятной стелы, которая будет установлена на месте катастрофы французского самолета, произошедшей 12 сентября 1931 года. 12 сентября 1931 года французские летчики Жозеф Любри, Марсель Доре и механик Рене Месмин на самолете Девуатин Д-33 совершали беспосадочный перелет по маршруту Париж-Москва-Токио. Из-за сложных метеоусловий и технических неполадок произошла катастрофа. Самолет упал рядом с устьем реки Таныпь, недалеко от деревни Старый Буртюк на территории нынешнего Краснокамского района. Спустя 86 лет поисковая экспедиция, организованная региональным отделением РГО в Республике Башкортостан, обнаружила точное место катастрофы и некоторые фрагменты обломков самолета. Вообще, вот именно в этом месте, где я стою, мы работали с металлоискателем Fisher Gemini. Это глубинный металлоискатель, который способен распознать крупные объекты на глубине до 6 метров. Но здесь был очень слабый сигнал, то есть это либо на большой глубине предметы были, либо маленькие. Ну, как показал вот шурф, здесь просто маленькие фрагменты алюминия. Металлоискатель их зацепил, потому что он, цветной металл видит лучше, чем черный. Поэтому вот здесь был такой сигнал. Ну, а в принципе, самый лучший металлоискатель, как мы поисковики говорим, это лопата. То есть, получив сигнал, мы просто сделали шурф и все. Что нашли? Какие детали? Ну, это фрагменты обшивки, но они лежали сверху, дюраль. Ниже фрагменты аккумулятора, то есть разбитый корпус аккумулятора и пластины, свинцовые пластины тоже фрагментарные. Затем фрагменты мыльницы, патрубки, провода, как в основном провода все тонкие, медные. И вот сейчас вот видно там на раскопе окислы. То есть это очень похоже на фрагменты двигателя. То есть двигатель, скорее всего, раскололся или от него отлетели фрагменты. И вот почва очень кислая. Сохранность алюминия об этом говорит. И они просто сгнили. Вот лопаты, они как бы крошатся. На местах падения самолета вот по Великой Отечественной мы такие вот окислы находим сплошь и рядом. То есть это вот именно остатки алюминия, литого толстого алюминия. В память об отважных летчиках, ставших национальными героями Франции, на месте падения самолета планируется установить стелу. Она должна символизировать дружбу народов России и Франции, служить дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Кроме того, на карте Башкортостана появится еще один привлекательный с туристической точки зрения объект. Приглашаем всех участвовать в этом конкурсе. Это профессиональные архитекторы, проектировщики, студенты все. Требования. Основная идея увековечения памяти отважных летчиков. Рекомендуем материалы: бетон, черный мрамор, гранит, природный камень, металлические конструкции. Высота примерно должна быть 3-4 метра от уровня бетонной площадки. И у нас это время по конкурсу, это время отведено там с 15 января этого года по 15 февраля 2018 года. Дата объявления результата будет примерно до 28 февраля, и призовой фонд, общий призовой фонд составляет 30 тысяч рублей. Победитель конкурса будет приглашен на открытие памятного знака. Открытие памятного знака мы планируем именно 12 сентября 2018 года с приглашением родственников погибших и с приглашением послов Франции и России.